Раз, ключ. Ты. Раз, два. Ты через правую. Правую прямой, левую, правую прямой. Руку. Да, второй рукой. Да. Переместись. Заметь, сделал, переместись. Обязательно переместись. Все, переместись, сразу переместись. И собранный. Подсесть. Все, хорошо. Кто еще покажет? Показывайте. А здесь что? Вот я рука, почему вот здесь? Вот, а вот здесь. Два. Все. Время. Закручивай, на него иди. Пробил. Пробил, вернись на место сразу. Тимур, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тимур, расскажи о своей работе, сколько лет ты тренируешь ребят в этом зале, вообще как проходит у вас тренировочный процесс? В этой спортивной школе я работаю с 2009 года. Тренировки проходят нормально, ребята есть, спортсмены есть хорошие ребята, перспективные ребята у нас есть сейчас в данный момент. Тимур, я знаю, что именно в этом зале было воспитано не одно поколение чемпионов. Вот на сегодняшний день есть такие же перспективные ребята? Есть. Сейчас, в данный момент, в этом году у нас победителем, призером первенства России стал Абдулла Аушев. Есть еще много хороших боксеров, которые можно сейчас перечислить. Это Мальсягов Хамзат, тоже был призером первенства России. Костоев Тимур, Горданов Умар, Чесыгов Асхаб, Чесыгов Юсуп. Вот ребята, которые непосредственно у меня были, здесь кроме меня есть еще 2-3 тренера. Были и есть ребята, хорошие боксеры. То есть это получается самые такие значимые результаты за 16 лет? Нет, сейчас за 16 лет у нас Боков Хусейн выполнил норматив мастера спорта, Хасан выполнил норматив мастера спорта, Плиев Адам выполнил, и 4 человека у нас стали призером первенства России. За последние несколько лет какие результаты? Самые значимые? Самые значимые это Мальсягов Хамзат стал призером первенства России, и Аушев Абдулла стал первенством призера России. В 2022 году и 2024 году они стали. А вот предстоящие какие планы, соревнования? Сейчас 16 ноября именно Абдулла и Мальсягов поедут на Кубок России в Санкт-Петербург. С 16 по 24 ноября будут. Тимур, вот расскажи, как вы готовитесь к этим соревнованиям, вообще как проходит тренировочный процесс, вообще как у вас расписан график тренировок? Ну, сейчас в данный момент, когда мы готовимся, допустим, к Кубку России, у нас обязательно двухразовая тренировка. А так у нас одноразовая тренировка. Утром ОФП мы делаем, физическую работу делаем, а вечером в парах, на мешках отрабатываем, точим технику. То есть это получается тренировки каждый день? Каждый день и 2 раза, утром и вечером. И получается, чем ближе соревнования, тем тренировки идут на спад, да? Сейчас у нас в данный момент на пик идем мы. Усиленно, да? Усиленно. Сейчас на пик идем. В конце недели мы сбавим, ближе к 13-14 ноября будет у нас подгонка веса и тактическая настройка. Вот обычно, вот на что вы делаете акцент, или каждому спортсмену индивидуальный подход? Конечно, каждому надо подходить индивидуально, но у нас групповая тренировка, и задание всем даем одинаково. И весогоночный процесс вы уже начали, Тимур? Пока нет. Пока кушаем нормально. Левую прямой, правую прямой. Ты уходишь,
голову и в корпус. 3 удара ножки. Голова, корпус, по печени бьешь. Не. У тебя один удар. Ты одиночно левый или одиночно правый бьешь. Все. Перемести сюда, перемести. Собрано. А ну. Не мяч мой. Вот собрано Москва. Голова, корпус третий. Все хорошо, перемести. Собрано. Хорошо, молодец. А команд прижми, а? Левую руку прижми. Вот руку прижми. Все, пошли, время. Бокс – это один из самых сложных координационный вид спорта, самый сложный. В других видах, если в день один бой или одна схватка, более одной схватки, у нас только в один день может быть один бой. Самый сложный вид. Вот многие еще называют бокс тяжелыми шахматами. Похоже? Да, конечно, у нас нам надо и думать и за себя, и за противника думать, опережать, думать, какие действия он будет предпринимать, опережать его, оттягивать. Ну, такие действия надо делать. Вот в профессиональном боксе, Тимур, обычно заранее готовится под соперника, да? Вот в любительском боксе тяжело бывает выстраивать план на поединок? Несколько боев за один день может быть. В день может быть у нас только один бой, но на соревнованиях 5 боев у нас бывает. Обычно вот у этого возраста, допустим, 2008-2007, вот эти года, у них 5 боев бывает на официальных стартах, на первенствах России. И каждому вечером мы видим, как он боксирует. До утра можем сесть, часто есть камеры, даже на телефонах можем просмотреть, какие у него сильные стороны, какие у него слабые. Вот до утра, не то что до утра, час-два можем просмотреть его, или когда он боксирует, проследить за ним, подстроиться можем под него. Вот бывает, что приходится в ходе поединка уже подстраиваться под соперника? Конечно, если в первый бой мы его не видели, сразу во время боя боксер сам должен думать, а когда он отдыхает, мы можем подсказать, тренера. Вот тяжело бывает подсказывать? Как сказать, надо видеть, что он делает, какие у него у противника сильные стороны, какие у него слабые, какая у него защита, какой у него удар. Если он игровик, под него надо подстроиться, чтобы он не бегал и его зажать. Если он ударник, то надо от него отходить, перемещаться, атаковать надо. Вот бывает такое, что, Тимур, твой подопечный не слышит тебя в углу? Ну, в основном слышит. В основном, конечно, нам во время боя кричать нельзя, хлопать нельзя. Там же есть правило, что нельзя кричать. Ну, так легко можно подсказывать, но чтобы он услышал во время боя. А когда он отдыхает, минуту бывает на отдых, мы ему можем дать, успокоить его сначала, охладить его, дать совет, как работать. А вот между раундами, Тимур, это тяжело бывает психологически настроить на каждый раунд боксера? Я думаю, что настроить надо боксера, спортсмена до боя. Он уже настроенный, решительно должен выйти. Ну, я слышал не раз, допустим, каждый спортсмен, он разный, да, вот некоторые тренеры говорят, что вот ты проигрываешь, тебе нужно рисковать, а кто-то говорит, успокойся, спокойно боксируй. Конечно, выкладываться с первого, и у нас, допустим, у меня, с первой до последней секунды драться, уходить, поджимать. У нас, допустим, у меня темповой бокс, силовой темповой бокс.
Но в то же время мы делаем акцент на технику и тактику. Уходишь, ба-ба-ба. Бей, одиночку делай. Все, голова, голова. Ныряй, ныряй, выходи. Ба-ба-ба. Все. 4. 2 в голову, 2 в корпус. 4. Второй рукой. Захажку, слышишь? Натягивайся, смотрим. Ныряй, ныряй. Все, переместись. Заново начни сейчас. Не, хожу ты открытый бьешь. Закручивай чуть. А закручивай. Вот сюда, закручивай. Тебе. Закручивай. Не, подойди. Ты ударь, после удара уйди. Не. Пока он не бьет, не должен уходить. Он ударит, потом уйди. Если он левый ударит. Да. Ныряй. Молодец. Переместись. Не опускай, ручки не опускай. Второй рукой начни. Вот так. Ныряй. Хорошо. Все, давай, пошли, время. Вот так. Надо чуть-чуть закрутить. Тоже закрутить. Близко не подходи. Пойдем. Хорошо, молодец. Здесь голову чуть выше, корпус чуть ниже. Все, хорошо, закручивай. Вот. Ныряй. Абдулла, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Абдулла, совсем скоро ты должен выступить на Кубке России по боксу. Вот расскажи, как ты готовишься к этим соревнованиям, как ты себя чувствуешь? Подготовительный процесс мы уже начали неделю назад. Утром тренировка у нас в горах, вечером тоже силовые работы на тренировке, в грушах, на лапах. Силовые тренировки у нас сейчас идут, и через неделю уже начинаются скоростные тренировки. То есть, получается, Абдулла, ты тренируешься вообще без выходных? Один выходной в неделю, воскресенье, а остальные 6 дней работаем. Вот подробнее расскажи, Абдулла, вообще как у тебя проходит подготовка, вот на что ты делаешь акцент во время тренировочного процесса? В данное время мы делаем акцент на физическую подготовку. Мы каждый день утром работаем в горах, бегаем, да, в гору бегаем, потом с камнями работаем. После этого уже вечером вторая тренировка, и мы уже тоже там с мячами работаем с гантелями, на грушах. Физические силовые тренировки у нас сейчас проходят. А тебе хватает времени, чтобы отдохнуть между тренировками? Хватает. Между тренировками мне хватает времени отдохнуть, я после обеда сплю, и вечером уже бываю как бодрый бываю. То есть, получается, сейчас у вас идут упорные тренировки, и где-то через неделю уже как бы тренировочный процесс у тебя пойдет на спад, да? Да, сейчас у нас силовые тренировки, потом чуть спад пойдет и работа на скорость. Абдулла, если говорить про весогоночный процесс, ты уже начал? Нет, пока не начал. За 2 недели я начну весогоночный процесс. У меня 3 килограмма надо загонять. Без проблем сгоняем, иншаллах. То есть, получается, каждый раз ты гоняешь по 3 килограмма? Да, бывает и побольше, бывает чуть поменьше, по-разному. А в каком весе ты будешь выступать? В своем весе или поменяешь весовую? Мне в своей весовой 54 килограмм. Абдулла, если в общем говорить, сколько у тебя было стартов в этом году и вообще как ты отбирался на Кубок России? На Кубок России я отобрался через первенство России 2024 года, в котором я занял 3-е место, уступил победителю. Официальных стартов было много в этом году. Выиграл национальную студенческую лигу в Грозном, стал призером первенства России, стал финалистом ЦС профсоюза в России. И сейчас едем на Кубок России в Питер. То есть, получается, это твой лучший результат на первенстве России, да, то, что ты занял 3-е место? Да. На данный момент, в 2024 году, я сделал лучший результат на первенстве России. Первый номер. Раз, два бьет. Второй сольный. Оттягиваешься, принимаешь. 2, 3, 2, 5. Раз, два. Оттянулся. 2, 3, 2, 5. Чуть-чуть посмотри. С этой рукой. Двоите. А стой кого-то. Тогда с этой рукой начни.
чуть-чуть ближе подойди. Все. Почему тусли? Не запрыгивай. Подходи. Ушел, бей. Еще раз. Все хорошо. Все, пошли, время. Хорошо. Вперед переместись. Собрано. Вот идем. Собрано. Все время собрано. Право, потери сюда, ударь, сюда переместись. Право ударь, право переместись. Далеко не уходи, чуть в сторону уходи. Абдулла, вот помимо тренировок в зале, ты выезжаешь в другие залы, чтобы проводить спарринги? Конечно, мы проводим подготовительные спарринги каждую неделю в разных спортзалах. И к нам приезжают, и мы уезжаем. А хватает ребят в твоей весовой категории? Мало их все-таки, но все же хватает их. А вот есть принципиальные соперники? Принципиальных нет, всех надо выигрывать. И вот к предстоящему турниру, вот какой у тебя настрой и какой результат ты намерен там показать? На Кубке России я знаю, в принципе, всех соперников, которые должны со мной драться, всех первых номеров, вторых номеров России я знаю. Поэтому я смогу с ними боксировать, я знаю, как с ними боксировать. И, конечно же, надеюсь на первое место, а дальше дал Яхуда. Абдулла, по стилистике я знаю, что у тебя агрессивный такой бокс, ты любишь выступать первым номером. И вот ты перечислил ребят, с которыми ты должен выступить. Среди них есть боксеры, у которых такой же стиль бокса, как у тебя? Есть там хорошие ребята, и Чеплыгин хороший, и Магомедов хороший. Но все же я должен стать лучше, чем они его. Должен стать первым номером. А тяжело боксировать с ребятами, у которых такой же бокс, как у тебя? Если у тебя мощи больше, то не тяжело. Если ты послабее физически, то тяжело бывает. Ну, контра тоже, и атакую, и контратакую. Разные схемы во время боя применяю. Вот тяжело бывает во время боя подстраиваться под соперника? Да нет, задаю свой темп и работаю своим темпом всегда.